Из-за пандемии коронавируса Минюст перенес торжества, приуроченные к 20-летию со дня создания мировой юстиции. О значимости и профессионализме мировых судов в Коми говорят в первую очередь цифры. По количеству рассмотренных дел наш регион стабильно в тройке лидеров по России. Ольга Коняева продолжит. Судебное заседание объявляется открытым. 5000 дел в год, по 20 в день. Столько в среднем рассматривает каждый мировой судья в Коми последние несколько лет. Это большинство гражданских и административных и чуть меньше половины всех уголовных дел. В лидерах Сыктывкар, Ухта и Воркута. Из года в год растет количество заявлений, с которыми граждане обращаются за разрешением возникших споров вот именно в силу компетенции на судебные участки к мировым судьям. В этом году 23 участка оснащены видеонаблюдением. Такого не было за все 20 лет. Комфортные условия в мировых судах сегодня норма, но еще лет 10 назад у мировой юстиции не было залов судебных заседаний, а еще раньше с трудом подбирали кабинеты. В Ухте судьи работали в здании малосемейного общежития, в Усинске в трехкомнатной квартире. В Сыктывкаре судебные кабинеты располагались рядом с мастерскими. В этом здании нынешний рембыттехники. Отыскать в этих лабиринтах мировые участки было непросто, а за стеной во время работы и даже судебных процессов шумели машинки по ремонту обуви, изготовлению ключей. Не было оргтехники, использовали вот такие печатные машинки марки Оливетти. Не хватало мебели и даже элементарной канцелярии, бумаги и ручек. Я пришла на должность еще секретаря тогда. Не было никаких технических средств. Все делалось вручную, либо на печатной машинке. Протоколы писались все вручную. Даже иногда физически перепечатать их просто было нереально. Мировой суд в России возродили в конце 90-х. Реалии нового времени рождали много мелких споров и конфликтов. И хотя финансовые затраты на организацию были немалые, в 2003 году в Коми работали все 52 участка. Люди пошли со всеми насущными проблемами именно сюда. Так нагрузка на федеральные суды снизилась. Была такая интересная ситуация. Муж с женой делили все, вплоть до ложек и вилок. Бывали и такие дела, когда гражданские истцы обращались за защитой своих нарушенных прав по таким предметам, как пельмени сибирские, букеты цветов. Однажды даже на Октябрьском судебном участке рассматривалось гражданское дело по некачественному оказанию услуги по предоставлению лимузина, в котором находилась живая мышка. У нас все более простое, более приближено к народу, поэтому, естественно, мы первая ступенька в большой системе правосудия. В 2006-м количество судебных участков увеличилось до 60. Это отчасти разгрузило систему. Следующим решением стало перераспределение. Где больше дел, там больше участков. И наоборот. Например, ближайшие планы добавить один участок в Ухте. Одни из последних изменений в 2018 году – это образование нового судебного участка в Усть-Коломском районе. Называется Ульяновский судебный участок. И ликвидация межрайонного Сторожевского судебного участка. Это было очень неудобно как для граждан, так и для правоохранительных органов, потому что он захватывал часть Усть-Коломского района и часть Каркировского района. И, соответственно, если какие-то споры, либо уголовные дела, либо административные дела, они были зарегистрированы на территории Каркировского района, их нужно было ездить на рассмотрение в Усть-Колом. Главная причина отложения процессов – неявка самих участников. Эту проблему тоже планируют решить будущее за онлайн-правосудием. Ольга Коняева, телеканал Юрган.